Добрый день! Разрешите представить вашему вниманию опыт нашей работы в формировании и развитии коммуникативной компетенции обучающихся во внеклассной работе по русскому языку. Проблема формирования и развития коммуникативной компетентности особенно актуальна в основной школе, поскольку отвечает возрастным задачам развития в подростковом и юношеском возрасте и является условием успешного личностного развития школьников. Цель нашей работы – практически продемонстрировать опыт организации и проведения внеклассной работы по русскому языку в целях формирования и развития коммуникативной компетенции обучающихся. Так, с 2001 года, 19 ноября, в нашей республике отмечается День русского языка. Он был введен по указу президента республики Михаила Николаева и празднуется в день очередной годовщины со дня рождения Михаила Ломоносова, составившего грамматику, в наибольшей степени повлиявшую на формирование современного русского языка. Отмечая эту знаменательную дату, с 19 ноября 2016 года на базе нашей школы мы проводим региональный турнир знатоков русского языка «Лингвиада». Мероприятия подобного рода содействуют воспитанию интереса к русскому языку и русской речевой культуре, развитию языковой, информационно-коммуникативной, социокультурной компетенций, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Цель нашего турнира – развитие представлений обучающихся о русском языке как средстве межнационального и международного общения, повышение уровня владения русским языком. Турнир знатоков русского языка организуется как интеллектуально-творческое игровое соревнование команд. Участниками турнира являются обучающиеся с 5 по 10 классы и учителя русского языка. Для участия в турнире каждая школа формирует команду в составе из 6 человек. В рамках нашего турнира мы используем следующие методы, ориентированные на развитие коммуникационной компетенции обучающихся. Во-первых, игры по станциям. Во-вторых, конкурс устных выступлений команд. В-третьих, мастер-классы. В-четвертых, конкурс творческих работ. На нашем турнире ежегодно принимают участие около 100 участников, и это число растет из года в год. В 2016 году помимо школ Татинского улуса приняли участие команды Мюрюнской СОЖ Усть-Алданского и Маганинской СОЖ Горного улусов. А в 2018 году на заочный тур приняли участие учащиеся Амгинского, Тампонского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Хангаласского и Горного улусов. Одним из результатов нашей работы стало издание сборника творческих работ учащихся под названием «Золотое перо». Как свидетельствуют результаты проведенной нами работы, что познавательная направленность внеклассной работы предоставляет учащимся дополнительную возможность для формирования и развития коммуникативной компетенции на русском языке. В заключение нам хотелось бы также подчеркнуть, что формирование и развитие учащихся в процессе обучения коммуникативной компетенции, то есть их способностью вступать в коммуникативные отношения друг с другом, является одной из основных целей в организации внеклассной работы. Умение вступать в такие отношения требует от школьника способности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею, что достигается в процессе умелой организации и проведения внеклассной работы по русскому языку в национальной школе.